По данным синоптиков, февраль будет теплым. Количество осадков во всех регионах будет соответствовать средним климатическим значениям. Средняя температура воздуха по республике будет соответствовать климатической норме. В конце месяца в 5 областях может потеплеть до плюс 15 или даже до плюс 17 градусов. Месячное количество осадков тоже будет около нормы. В целом за февраль было спрогнозировано, что температура воздуха, среднемесячная температура воздуха составит около нормы, в отдельных районах выше нормы даже на 1–1,5 градусов. И насчет количества осадков ожидалось тоже осадки около нормы, что в пределах нормы для февраля. И в отдельных, в зоне земледелия, в предгорных районах, возможно, осадки будут больше нормы. В Кыргызстане в этом году весенне-полевые работы в Чуйской, Джалалабадской и Ошской областях могут начаться уже в конце февраля. Причиной тому станет ранний приход весны. Длительные холода и снежный покров должны благоприятно сказаться на почве и, как следствие, урожайности всех сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых. В этом году ожидается ранний приход весны, в связи с чем к весенне-полевым работам мы готовимся уже осенью. Также подготовку мы ведем посредством обучения фермеров уже в декабре. Обучение проводим в онлайн-формате, начиная от почвы до того, как нужно выращивать сельхозпродукцию. Очень надеемся на то, что фермеры получат достаточно информации. Основные направления – покрыть внутренний рынок, затем только экспорт в другие страны. По словам экспертов, фермеры и без поддержки государства выживают сами. И в этом году они без помощи Минсельхоза и так подготовлены к предстоящим весенне-полевым работам. На сегодняшний день мы должны благодарить фермеров за то, что, несмотря на сложный период, они сами без помощи государства ведут подготовительные работы. Как нам известно, у нас много проблем в этой отрасли. Министерство в этом году должно уделить особое внимание фермерам по развитию семеноводства, ведь до этого времени со стороны Минсельхоза не уделялось практически никакого внимания. На данном этапе наша республика – импортозависимая страна в этом плане. Так что в приоритете должно быть именно это направление. Отметим, сельское хозяйство – это ведущая отрасль экономики Кыргызстана. В этом секторе занята большая часть трудоспособного населения страны. Наличие крестьянских и фермерских хозяйств обусловили развитие сельского сектора экономики республики. Азамат Кенжешев, Тынчтук Кульбаев, Нью ТВ.